вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пирзода. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью открытия ряда объектов и встречи с жителями с рабочей поездки прибыл в район Деваштич Сагдийской области. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, разрезав символическую ленту, сдал в эксплуатацию после асфальтирования автодорогу от автомагистрали Душанбе-Чанак до центра района Деваштич. 21 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью встречи с жителями и сдачи в эксплуатацию ряда объектов с рабочим визитом прибыл в район Деваштич Сагдийской области. Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с большой теплотой встретили жители района. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, перерезав символическую ленту, сдал в эксплуатацию асфальтированную дорогу, соединяющую районный центр Деваштич с автомагистралью Душанбе-Чанак. Протяженность данной дороги составляет 17 километров. После реконструкции она переведена из категории 3 в категорию 4 дорожного строительства. Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что ширина дороги составляет 8 метров, а в населенных пунктах до 11 метров. Автомобильная дорога Хуштохир-Яхтан, поселка Ганчи, была отремонтирована и реконструирована по непосредственному поручению лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и является достойным подарком правительства Республики Таджикистан жителям района в преддверии 30-летия государственной независимости и проведения годов развития села, туризма и народных ремесел. Заказчиком объекта является дирекция строительства правительственных объектов исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, а подрядчиком компания Рохи Байналь-Милали Таджикистан. Участок дороги, соединяющий районный центр Деваштич с магистралью Душанбе-Чанак, полностью освещен, а пешеходные дороги на площади 2500 квадратных метров вымощены плитами. В течение многих лет дорога нуждалась в ремонте, и при передвижении во все времена года жители сталкивались с серьезными трудностями. Теперь же после асфальтирования дороги регулярное передвижение жителей транспортных средств, перевозка пассажиров и товаров во многом облегчились. Жители района выразили большую благодарность лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, за это созидательное начинание в рамках работ по благоустройству в честь общенационального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В текущем году в знак поддержки проводимой политики главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, с участием предпринимателей, щедрых людей и работников государственного учреждения, содержание автомобильных дорог на территории района отремонтированы и реконструированы 170 километров. Работы в этом направлении продолжаются. В рамках своего рабочего визита в район Деваштич Сагдийской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Яхтан сдал в эксплуатацию дошкольное учебное учреждение Дусти. В рамках своего рабочего визита в район Деваштич Сагдийской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Яхтан сдал в эксплуатацию дошкольное учебное учреждение Дусти. В ходе ознакомления лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали о том, что вновь созданный детский сад является крупнейшим в районе и имеет возможность охватить учебой и воспитанием до 300 детей. Объект состоит из 2 этажей, 10 учебных кабинетов, медицинского пункта, столовой, музыкального зала, методического кабинета, кабинетов для администрации и других обслуживающих точек. Здесь же глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, провел теплую и искреннюю беседу с воспитанниками этого храма просвещения и обрадовал их подарками. В этом новом современном детском саду, имеющем все необходимые условия, порядка 60 местных жителей обретут постоянные места работы, а дети жителей района будут охвачены учебой и воспитанием в 10 группах. В ходе строительных работ на этом объекте были трудоустроены более 100 местных жителей. Целью создания благоприятных условий во дворе детского сада Дусти построено 10 беседок, игровые площадки со всем необходимым оборудованием, установлены статуэтки сказочных героев. Также создан бассейн длиной 26 и шириной 13 метров.
Территория этого заведения озеленена, украшена декоративными деревьями и полностью освещена. Для отопления в зимний период здесь используется и уголь, и электроэнергия. Благодаря постоянному вниманию и заботе высшего руководства государства и правительства страны, в годы независимости сфера образования интенсивно развивается. Во всех городах и районах для подрастающего поколения создаются современные объекты. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что сдача современного детского сада является достойным подарком правительства Республики Таджикистан в преддверии 30-летия государственной независимости и призвал наставников воспитывать детей в духе патриотизма с тем, чтобы в будущем они вносили свой вклад во имя развития суверенного Таджикистана. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию после капитального ремонта и оснащения здания среднего общеобразовательного учреждения номер 17 в селении Яхтан района Деваштич. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию после капитального ремонта и оснащения здания среднего общеобразовательного учреждения номер 17 в селении Яхтан района Деваштич. Здание школы было построено в 1983 году для учебы 624 учащихся в одну смену. Целью приведения в соответствие с сегодняшними требованиями здание было полностью отремонтировано. Двухэтажное учебное здание состоит из 4 частей. Здесь имеется 29 классов с 9 техническими кабинетами, 2 технические лаборатории, библиотека, столовая, актовые и спортивные залы. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил строительные работы и созданные условия для работы учителей и учебы школьников. Было подчеркнуто, что в таких благоприятных условиях необходимо повышать уровень освоения знаний и наук, просвещения школьников. В школе открыты 3 новых технических кабинета – химии, физики и информационных технологий, которые обеспечены современным оборудованием. Классы и технические кабинеты оснащены современными компьютерами. На территории школы обновлены и оснащены спортивная площадка и класс по подготовке к военной обороне. Здесь созданы необходимые условия для проведения занятий по физическому воспитанию, боевой подготовке и спортивных соревнований. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с образовательным учреждением и бесед с учителями, школьниками и родителями подчеркнул, что строительство, реконструкция и оснащение образовательных учреждений является одной из важных задач государства в период независимости, потому что для укрепления национальной государственности и развития страны необходимо подготавливать знающих специалистов. Отсюда правительство страны уделяет особое внимание и первостепенное значение развитию сферы образования. Современное здание школы, полностью отремонтированное, оснащенное и приведенное в соответствие с сегодняшними требованиями по поручению лидера нации, является достойным подарком жителям селения Яхтан, родителям, учителям, школьникам накануне 28-й годовщины государственной независимости и нового учебного года. Представители общественности селения Яхтан выразили огромную благодарность лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, за созидательную политику, в том числе и в сфере образования и заботу о детях. Работники сферы образования заверили, что в ответ на такую заботу и созданные благоприятные условия в соответствии с поручениями и напутствиями лидера нации направят все свои силы, знания и опыт на повышение уровня обучения и воспитания детей с тем, чтобы подрастающее поколение выросло в духе патриотизма, вооруженное современными знаниями. В рамках подготовительных работ к славному празднику 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан и годом развития села, туризма и народных ремесел основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в торжественной обстановке с участием жителей селения Яхтан, Бахт, Худжатуир и работников сферы медицины сдал в эксплуатацию Центр здоровья сельского джамуата Яхтан. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в торжественной обстановке с участием жителей селения Яхтан, Бахт, Худжатохир и работников сферы медицины сдал в эксплуатацию Центр здоровья сельского джамуата Яхтан. Вновь созданный Центр здоровья состоит из кабинетов семейного медицинского обслуживания, предназначенных для диагностики и лечения взрослых, женщин и детей.
имеются кабинеты акушерства, здоровья матери и ребенка, стоматологии для прививок и оперативной медицинской помощи. В Центре здоровья имеется кабинет со всеми условиями, оснащенный передовым оборудованием для проведения обрезания. Известно, что проведение обрезания в младенчестве полезно для здоровья ребенка с психологической и физической точек зрения, необходимо для предотвращения болезней. Родители могут проводить этот обряд бесплатно в медицинских учреждениях. В Центре здоровья имеются современные аппараты и оборудование, что способствует повышению уровня медицинского обслуживания в сельской местности. В ходе ознакомления с условиями работы в Центре здоровья лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, напутствовал медицинских работников на повышение уровня обслуживания во имя обеспечения здоровья населения. Вновь построенный Центр здоровья обеспечен комплектом хирургических принадлежностей, электрокардиографом, комплектом стоматологических принадлежностей, автоклавом для дезинфекции медицинских приборов, гемоцитометром для лаборатории, сухим стерильным шкафом и другим необходимым медицинским оборудованием. В Центре здоровья имеется котельная самостоятельная система теплоснабжения, бассейн и емкость для запаса воды, хозяйственный объект, склад, гараж и санитарно-гигиеническая точка, являющиеся необходимой инфраструктурой медицинских учреждений в условиях сельской местности. Это современное медицинское учреждение создано с целью приведения в соответствии с нормами медицинского обслуживания в сельской местности, повышения социального уровня и обеспечения здоровья сельских жителей. Одной из целей объявления 2019-2021 годов годами развития села, туризма и народных ремесел является создание инфраструктуры и повышение уровня социального обслуживания, в том числе здоровья населения. Было сообщено, что ранее в селении действовал медицинский пункт. Учитывая рост населения и с целью поднятия на качественно новый уровень медицинского обслуживания, создан Центр здоровья, который будет оказывать медицинское обслуживание жителям селений Яхтан, Худжат-Тохир и Бахт сельского джамуата Яхтан. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в центре района Деваштич Сагдийской области открыл новое здание налоговой инспекции, построенное с учетом требований современной архитектуры. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в центре района Деваштич Сагдийской области открыл новое здание налоговой инспекции, построенное с учетом требований современной архитектуры. Это здание построено в рамках подготовительных работ к достойной встрече 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В нем созданы необходимые условия для деятельности работников сферы и обслуживания налогоплательщиков. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что здание состоит из одного этажа с подвальным помещением. В здании имеется 8 рабочих кабинетов и помещения для обслуживания физических и юридических лиц, частных предпринимателей, центр приема граждан и зал заседаний. В здании установлен электронный терминал с комплектом компьютеров для обслуживания. Этот передовой способ предложения налогоплательщиками налоговых деклараций электронным методом будет способствовать прозрачному получению сведений о финансовой деятельности и налоговых обязанностях, минуя человеческий фактор и с экономией времени. Образование общих рабочих кабинетов, где будет проводиться одновременное принятие налогоплательщиков, обеспечит прозрачность деятельности налоговой инспекции в отношении налогоплательщиков. На территории налоговой инспекции также построены гостиница, вспомогательные санитарно-гигиенические здания, двор украшен декоративными саженцами и цветами. Глава государства поздравил работников сферы со сдачей нового здания накануне празднования 28-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан. После ознакомления с рабочими условиями на новом объекте президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, напутствовал работников налоговой инспекции на то, чтобы они наладили свою работу с налогоплательщиками на основе действующих законов Республики Таджикистан и с ответственностью стремились к пополнению государственного бюджета. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в центре района Деваштич в торжественной обстановке открыл вновь построенный современный комплекс матери и ребенка.
Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в центре района Девашти в торжественной обстановке открыл вновь построенный современный комплекс матери и ребенка. Этот крупный комплекс здоровья матери и ребенка был построен по непосредственному поручению президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с затратой 18 миллионов сомонин. На месте незаконченного много лет назад здания, в нем для медицинского обслуживания и оздоровления матери и ребенка созданы лучшие условия. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, при официальном открытии этого медицинского центра подчеркнул, что здоровье населения, особенно матери и ребенка, постоянно находится в центре внимания государства и правительства Таджикистана, ибо от здоровой матери рождается здоровый ребенок, что является будущим генофонда нации. Во дворе учреждения установлена символическая скульптура матери и ребенка, сняв покрывало с которой глава государства напутствовал врачей и других работников сферы медицины на обслуживание матери и ребенка на высоком уровне. Комплекс матери и ребенка позволит наладить деятельность по многим направлениям диагностики, лечения и оздоровления. Центр состоит из 2 этажей и 4 основных отделений: родильного с 75 койками, гинекологии на 25 мест, детских заболеваний на 45 коек, реанимации и детской хирургии с 15 койками. В целом здесь имеются 160 коек. В рабочих и лечебных кабинетах центра созданы современные условия для работы врачей и другого медицинского персонала. Для лечения и диагностики матери и ребенка центр обеспечен современными медицинскими принадлежностями и оборудованием. Диагностика, лечение и хирургические операции в центре будут проводиться с использованием новейшего оборудования, в том числе флюорографического рентгена, кальпоскопических аппаратов, ультразвука, хирургического стола и другого новейшего медицинского оборудования. В комплексе созданы клинические и биохимические лаборатории, оснащенные современными принадлежностями, что позволит сдавать все анализы в одном месте. Для лечения и оздоровления в центре широко используются лечебные травы. С этой целью в учреждении организован уголок лечения травмами с предоставлением большого перечня лечебных цветов и трав нашей горной страны. Для работы в центре привлечены опытные специалисты по диагностике и лечению матери и ребенка, а также молодые врачи и средний медицинский персонал, прошедшие курсы повышения квалификации. Территория учреждения большая, красиво обустроена и озеленена, что благоприятствует отдыху матери и ребенка. Во дворе также построены беседки. В центре создана необходимая инфраструктура, самостоятельный центр теплоснабжения, линия питьевой воды, отдельные трансформаторы и свободная линия электропередачи. Инфраструктура обеспечит систематическую работу медицинского учреждения. Представители общественности, работники сферы медицины выразили свою благодарность за такое современное медицинское учреждение, потому что центр имеет большое значение для обеспечения здоровья матери и ребенка и является ценным подарком в честь празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в центре района Деваштич, поселка Гончи, сдал в эксплуатацию здание Центра юстиции с государственной нотариальной конторой. Здание построено на площади 650 квадратных метров и состоит из 2 этажей с подвальным помещением. Для деятельности работников государственной нотариальной конторы, органов записи актов гражданского состояния здесь имеются 6 рабочих кабинетов, красиво оснащенный зал для бракосочетания молодоженов. Зал для бесплатной юридической консультации также имеется. Подвальное помещение будет использовано для хранения архивных документов. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с вновь построенным объектом и рабочими условиями дал конкретные поручения ответственным лицам и работникам по качественному обслуживанию населения в направлении нотариальной документации, записи актов гражданского состояния и проведению церемонии бракосочетания молодоженов, оказанию также юридических консультаций и укреплению семей. Все рабочие кабинеты, залы бракосочетаний и консультаций оснащены современными рабочими принадлежностями. Это позволит наладить эффективную работу и обслуживание населения в новом центре юстиции. Фасад здания центра юстиции украшен по-современному. Двор и окрестности озеленены, обустроены и освещены. Фонтаны благоприятствуют проведению церемонии бракосочетания молодоженов, гулянию и отдыху жителей поселка и селений района. В рамках своей рабочей поездки в район Деваштич Сагдийской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию новую линию питьевой воды Хазур-Чашма-Гончи. Питьевая вода поступает на расстоянии 8 километров из местечка Хазур-Чашма до районного центра поселка Гончи. Тем самым поселок и
7 окрестных селений обеспечены чистой питьевой водой. Из местечка Хазор-Чашма посредством полиэтиленовых труб диаметром 500 мм вода самотеком поступает до поселка Гунчи. Длина линии водоснабжения составляет 7,2 километра. Реализация проекта сети обеспечения населения питьевой водой в районе Деваштич осуществлена коммунально-жилищным государственным унитарным предприятием Республики Таджикистан на сумму более 8 миллионов сомони. Новая линия водоснабжения Хазор-Чашма-Гунчи создана в свете указаний поручений президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона во имя постоянного обеспечения жителей района экологически чистой водой. Реализация проекта была осуществлена в течение нескольких лет. Главу государства проинформировали, что наряду с проведением линии водоснабжения в местечке Хазор-Чашма созданы 2 водохранилища. Одно вместимостью 700 кубометров, а второе вместимостью 150 кубометров. Также здесь построены помещения для обеспечения безопасности, комнаты для отдыха работников и другие вспомогательные объекты. Наряду с этим для обеспечения жителей селений чистой питьевой водой в рамках проекта были вырыты 2 вертикальные скважины глубиной 120 метров с подключением насосов для увеличения объема воды. Следует отметить, что ранее для 19 тысяч жителей поселка Гунчи и 6 окрестных селений питьевая вода подавалась по определенному лимиту, что создавало трудности для населения. С сдачей в эксплуатацию новой линии водоснабжения Хазор-Чашма-Гунчи и строительством водохранилищ более 26 тысяч жителей поселка Гунчи, селений Газантарак, Калачай-Раис, Калачай-Азим, Гул и Гулобод обеспечены экологически чистой питьевой водой. Наряду со строительством объектов экономического, социального и культурного назначения, создание инфраструктуры питьевой воды и обеспечение ее населения является одним из факторов повышения социального уровня и оздоровления населения. Обеспечение чистой питьевой водой жителей и решение проблем в этом направлении является продолжением реализации инициатив мирового уровня высшего руководства государства и правительства Республики Таджикистан. Реализация международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годов» и других выдвинутых лидером нации уважаемым Эмомали Рахмоном инициатив в вопросе воды и климата, которые поддержали мировое сообщество и авторитетные международные организации. Сегодня в рамках своей рабочей поездки в район Деваштич основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в районном центре открыл памятник Деваштичу. В рамках своей рабочей поездки в район Деваштич основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в районном центре открыл памятник Деваштичу. Памятник Деваштичу находится в одном из красивых местечек района, во вновь созданном парке рядом с государственным флагом. Высота статуи вместе с постаментом составляет 12 метров. Ее автором является скульптор Рустам Маджидов. После открытия памятника глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в знак уважения возложил венок к его подножью. В рамках подготовки к достойной встрече великого национального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан жители района Деваштич в знак поддержки созидательной политики правительства Республики Таджикистан создали ряд объектов различного назначения. Возведение памятника Деваштичу также является одним из этих добрых начинаний. Деваштич был одним из последних царей Самаркандского Согда со столицей Самаркандом, правителем Пинджикента и героем свободолюбивой борьбы сагдистов против арабских завоевателей. В 720 году вместе с сагдийским шахом Гураком участвовал в освободительной борьбе сагдийцев против захватчиков. Наречение именами выдающихся исторических личностей городов и районов страны, установление им памятника выражает уважение и почитание лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, их заслуг во имя укрепления государственности таджиков и сохранения таджикской нации на протяжении истории. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в районе Деваштич в торжественной атмосфере, водрузив государственный флаг, сдал в эксплуатацию вновь созданный парк. Высота постамента государственного флага составляет 50 метров, а длина и ширина полотна, соответственно, 7 и 14 метров. Общая площадь парка государственного флага составляет 1,5 гектара. Для этого, чтобы парк превратился в привлекательное место гуляний, жителей и гостей, строителями здесь посажено более 1000 декоративных деревьев
деревьев и разноцветных цветов, а на площади 80 квадратных метров создано 4 фонтана. Также на дорожках парка культуры и отдыха установлены 20 скамеек, 6 беседок и десятки разноцветных фонарей. Дорожки на площади 4120 квадратных метров вымощены плитами, а площадь в 4413 квадратных метров озеленена. Следует отметить, что в период независимости установления государственного герба и государственного флага в городах и районах страны стало традицией, поскольку герб и флаг являются святынями нации. После сдачи в эксплуатацию ряда важных объектов различного назначения основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел искреннюю встречу с жителями и активистами района. В начале глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил участников встречи и всех жителей района с великим национальным праздником 28-й годовщиной государственной независимости Республики Таджикистан и выразил им благодарность за теплый прием и поддержку созидательной политики правительства страны. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, высказавшись о созидательных начинаниях в период независимости, подчеркнул, что для решения социально-экономических проблем района Деваштич правительством страны направлено более 420 миллионов сомони, из которых 245 миллионов приходится только на последние 3 года. Целью достойной встречи великого праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в районе Деваштич запланировано строительство и обновление 309 объектов на общую сумму более 316 миллионов сомони. До сегодняшнего дня завершилось строительство 95 объектов. Глава государства для качественного выполнения начинаний поручил исполнительным органам государственной власти Сагдийской области и района Деваштич взять под контроль темпы работ по созиданию и благоустройству и придавать первостепенное значение качеству строительных материалов, обязательному соблюдению принятых норм строительства и архитектурному искусству создаваемых объектов и зданий. Было подчеркнуто, что в рамках реализации программы социально-экономического развития района Деваштич на 2016-2020 годы, в соответствии с которой запланировано создание 200 новых объектов и зданий, до сегодняшнего дня выполнено на 48%. В период независимости в районе Деваштич за счет всех источников финансирования сданы в эксплуатацию 32 новых учебных здания на 12 тысяч посадочных мест. Обеспечение здоровья общества считается одним из самых важных вопросов для страны. Принимая во внимание это, в 2018 году в районе были созданы и сданы в эксплуатацию 5 центров здоровья. Еще 3 других центра находятся накануне сдачи. В ходе выступления глава государства с глубоким анализом высказался также о развитии других важных сфер и напутствовал руководство исполнительного органа государственной власти района на своевременное и качественное осуществление созидательных целей, а жителей района на соблюдение действующих законов, ускорение работ по благоустройству, достойную встречу общенационального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. По окончании речи лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, выступили жители района, представители различных профессий и выразили глубокую благодарность главе государства за созидательные усилия и начинания. 21 августа в рамках своей рабочей поездки основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с деятельностью дехканских хозяйств Джурабеки Яхтан и Ходжи Абдувурис, побеседовал с умудренными опытом жизни мужами, настоящими дехканами. В обеих хозяйствах дехкане заняты огородничеством, выращиванием винограда и тыкв. По сообщению опытного дехканина дехканского хозяйства Джурабека Яхтан Джурабека Ахмада, хозяйство в своем распоряжении имеет 11 гектаров, в том числе 3,4 гектара поливных земель и на 1,5 гектара вод виноградных, где в основном выращивают виноград сорта Хусайни. В ходе беседы с лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, руководитель дехканского хозяйства Джурабеки Яхтан Абдувурис Урифов напомнил, что по рассказам старых людей земли в этой местности сотни лет считались бросовыми. По инициативе при поддержке и внимании главы государства тысячи гектаров земли были орошены. Теперь эти земли введены в сельхозоборот, а люди широко используют их для обеспечения своих семей и продовольственного рынка сельхозпродукцией. Дехканское хозяйство Ходжи Абдувурис же в своем распоряжении имеет почти 17 гектаров земли, в том числе 8,19 гектаров пахотных, 6,25 гектаров поливных земель, 1 гектар сада и 1,4 гектаров виноградника сорта Тайфи. Следует отметить, что дехкане эффективно используют свои земли и в результате получают большой урожай. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, напутствовал хозяйственников на производство различной сельхозпродукции, таким образом на внесение вклада в обеспечение продовольственной безопасности Республики Таджикистан. В
В центре района Деваштич основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел теплую и искреннюю беседу с представителями интеллигенции Сагдийской области. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, особо подчеркнул роль интеллигенции, в частности писателей, в восславлении земли предков, пропаганде достижений периода независимости, созидательных целей правительства страны, воспитании молодого поколения в духе патриотизма и самосознания. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал литераторов представлять любителям художественного слова свои новые произведения посредством культурных программ. Напутствовал также их регулярно организовывать творческие вечера и проводить искренние встречи с народом. В свою очередь поэты Фарзуна, Озарахш, Адибай, Худжанди, Гулноз и другие выразили благодарность главе государства за внимание и поддержку. Следует отметить, что с самого начала независимости руководство государства и правительства страны ценит творчество и деятельность интеллигенции. Ежегодно проходят традиционные встречи лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с представителями интеллигенции. И на них обсуждают вопросы, связанные с жизнью, деятельностью и творчеством писателей, художников, артистов, журналистов и других. В конце беседы лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил участников беседы и в их лице всю интеллигенцию Сагдийской области с наступлением великого национального праздника 28-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан и пожелал им здоровья, преуспевания и новых творческих свершений. Также 21 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Гулистон Сагдийской области принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Ходи Сулеймон Пура. В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективу отношений сотрудничества правительства Республики Таджикистан и Организации экономического сотрудничества. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение сегодняшним уровнем сотрудничества в сферах торговли, транзитно-транспортных перевозок, а также укреплением культурно-гуманитарных связей. Было подчеркнуто, что Таджикистан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества в сферах торговли, инвестирования, энергетики, транспорта, коммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и туризма со странами-членами Организации экономического сотрудничества. В ходе беседы стороны также обсудили вопросы, связанные с развитием регионального туризма, установлением мира и стабильности в соседнем Афганистане, социально-экономическим развитием этой страны и другие интересующиеся темы. Для меня сегодня было большой честью встретиться с его превосходительством, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном. Мы обсудили перспективы развития взаимоотношений Республики Таджикистан и Организации экономического сотрудничества. Мы выразили удовлетворение уровнем развития сотрудничества Таджикистана и Организации экономического сотрудничества в сферах транзитно-транспортных перевозок, а также в развитии сферы туризма. Следует отметить, что в октябре 2019 года в городе Худжанд, Республики Таджикистан, состоится встреча руководителей туристических ведомств Организации экономического сотрудничества. Это, безусловно, придаст новый импульс развитию сотрудничества между членами Организации экономического сотрудничества и в целом развитию регионального туризма. Желаю Таджикистану и таджикскому народу прогресса и процветания. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!